Всем здравствуйте! Вы пришли в Национальный музей Удмуртской республики имени Кузибая-Герда на театрализованную экскурсию «Победа ковалась в тылу». Скоро мы с вами будем праздновать День Победы. Это великий праздник нашей страны. И сегодня мы с вами прослушаем рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас мы с вами все пройдем за мной. Итак, мы с вами пришли в военкомат. Что же такое военкомат? Это военный комиссариат, такое учреждение, которое занимается учетом военнообязанных, а в годы войны отправкой на фронт. В этом учреждении хранятся различные документы. Вот вы видите, у нас здесь папки с различными документами. Во-первых, это списки призывников, которых отправляют на фронт для вручения им повесток. Повестка – это такой документ, который вручается военнообязанному. В этом документе указывается время, к которому должен военнообязанный подойти в военкомат. Здесь у нас списки военнослужащих, уже отправленных на фронт. Ну и, конечно, во время войны в военкоматы приходит информация с фронта, так называемые сводки с фронта. Итак, 22 июня 1941 года. Это было воскресенье, единственный выходной. По субботам все работали, школьники учились. Был летний солнечный день. Все наши горожане обычно выходили погулять со своими детьми, шли или в летний сад имени Горького, или в парк имени Кирова, гуляли по аллеям, катались на лодочках на пруду. И вот в разгар этого выходного дня к нам приходит страшное известие о том, что фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Радио, которые в то время были не только в квартирах, домах, а на улицах висели на столбах. Из всех радио звучала эта песня, которая на такой патриотической ноте призывала всех на защиту Родины. И в этот же день вечером к нам в Ижевск приходит правительственная телеграмма. Президиум Верховного Совета СССР объявлена мобилизация. Первый день мобилизации 23 июня. Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Тимошенко. И уже со следующего дня, с 23 июня, началась мобилизация. Кроме военнообязанных, в военкоматы приходило очень много добровольцев. А кто такие добровольцы? Это те, кто по своей доброй воле шел в военкомат, писал заявление с просьбой отправить на фронт. И вот в нашем военкомате целая папка таких заявлений. Например, пишет Селифанов Алексей Николаевич, он рабочий завода. Прошу зачислить меня в ряды народного ополчения. Клянусь грудью защищать советскую землю от фашистов. Вот на таких обычных листочках тетрадной бумаги писали заявления. Приходили и женщины в военкоматы, просились на фронт. Вот, например, пишет учительница средней школы номер 28 города Ижевска Новгородцева.
прошу принять меня в народное ополчение. Сын мой с 1938 года призван в ряды армии, находится на Дальнем Востоке. Мне 38 лет, но я в любую минуту готова стать на защиту нашей любимой Родины. И вот таких заявлений в военкоматы нашей республики уже в первые дни войны пришло несколько тысяч. Из тех, кого отправляли на фронт, здесь у нас формировали воинские соединения. Вот, например, в нашем городе формировалась 313-я стрелковая дивизия. В парке Кирова был разбит военный лагерь. Новобранцы получали там первое военное образование, учились стрелять, учились бросать гранаты, маскироваться. И через некоторое время эту дивизию отправили на фронт. Ну а здесь у нас был глубокий тыл. Бои Великой Отечественной войны не дошли до нас. Но у нас был трудовой фронт. Все трудящиеся нашей республики на своих рабочих местах трудились по-фронтовому. Но самое главное – это то, что у нас здесь делали оружие. На Ижмаше винтовки, карабины, авиационные пулеметы, авиационные пушки. На мотозаводе на Ижевском танковый пулемет «Максима». На Ижевском механическом противотанковые ружья, пистолеты, револьверы. Вот как много оружия делали у нас. И сейчас мы с вами услышим первый рассказ работницы завода. Я Клава Рассухина. Только что с работы пришла. На машиностроительном я тружусь. 3 дня дома не была, на заводе ночевала. Вот по пути карточки отоварила. Ведь с начала войны продукты и другие товары, все в магазинах и столовых продается вот по таким карточкам. Это значит, что каждый день я могу купить лишь небольшое количество продуктов. Вот хлеба на день положено мне. Буханка. Кажется, куда уж слишком. Но чаще ничего иного и не достается. Крупы, жира, сахара положено всего по 5 до 10 граммов на день. Вот я и купила сразу на месяц. Я на оборонном заводе работаю. У меня привилегия на хлеб. А вот такие дети, как вы, и люди, работающие на других предприятиях, получают в день по полбуханки хлеба. Карточки я спрячу подальше. При потере они не восстанавливаются. Если потеряю, значит весь месяц буду голодать. Сейчас керосиновую лампу включу. Да вот, печку-буржуйку растоплю. Батареи не греют. Электричество в домах редко бывает. Все тепло, вся энергия заводом. А дрова на сеной стоят так дорого, что покупаю я их по полежку. Даже лапти на базаре стоят огромных денег. Пообносились ижевцы. И у нас на машзаводе создали собственную лапотную мастерскую для того, чтобы обуть своих рабочих. Посмотрите, какие лапти мне сплели. Обратите внимание, что в подошве лаптей приделаны деревянные бруски. Это сделано для того, чтобы лапти быстро не снашивались. Но в лаптях этих по цеху ходить невозможно. На полу масло, скользко. Поэтому поснимали мы эти лапти. И от станка к станку ходим босиком. А вечером, после смены, придем в баню и друг у друга металлические заноски из ног вытаскиваем. Устала я сегодня. Присяду. Тяжело мне живется? Тяжело. Тяжело всем в стране, но никто не плачет.
Никто не жалуется, все понимают, надо фашистов победить. Я и до войны на машзаводе работала. Завод-то наш испокон веков оружие выпускает. Правда, за станком не стояла, нормировщицей была. Операция, на которой я теперь работаю, до войны считалась работой трудоемкой, мужской. А сейчас глянешь в цех, сплошь блеют платочки вместо кепок. Посмотрите на фотографию вверху. Это бригадир наш, Александра Исаева. Пришла в цех на мужнее место. Мстит фашистам за мужа погибшего. А вообще в бригаде нас 12 девушек и женщин. Вот внизу наши фотографии. Обратите внимание на крайнюю слева. Это Зина Данилова, самая молодая в нашей бригаде. Совсем девчонка в цех пришла. Ее из-за станка не видно. Мы ей деревянный ящик сколотили, чтобы она могла дотянуться до рукояти станка. Мал золотник, да дорог. Хорошо работает девочка. И сейчас уважительно все в цехе называют ее по имени-отчеству. Зинаида Ивановна. А Зинаиде Ивановне от роду 16 лет. Нас никто не просил перейти на 12-часовую рабочую смену. Мы сами так решили. Да из завода домой мы не каждый день уходим, на заводе ночуем. Общественный транспорт в Ижевске не ходит. А до дома пешком долго добираться. А думы-то наши лишь об одном. Как бы побольше деталей выпустить, хоть на десяток, на 2. Вот мы в нашей бригаде. Сначала каждая из нас работала на 2 станках, потом на 3. А недавно пригласил нас к себе директор завода Иванов и попросил подумать, нельзя ли еще дополнительные станки на обслуживание взять. И мы решили. Теперь будем работать на 4 станках каждая. Представляете, ребята, теперь от станка к станку мы не ходим, а бегаем. Свой завод мы тоже считаем фронтом. И каждый из нас считает, что она на боевой линии стоит, как солдат. Именно от ее работы зависит успех боевых операций. И бригада наша носит почетное звание, фронтовая. Звание это дается как боевое поощрение за хорошую работу. Бригад таких у нас на машзаводе 174. А наша бригада самая лучшая. Мы работаем без брака, и каждый из нас свой личный клеймо на детали ставит. А недавно нашего бригадира Шуру Исаеву наградили боевым орденом Красной Звезды. Да и о нас заводское начальство не забыло. Нам премию дали. Да вот, наша премия перед вами. Посмотрите-ка, что это такое? Ботинки. Ботинки кожаные. Представляете, как вы были рады этим ботинкам? Ведь по улице-то нам в лаптях приходится ходить. А зарплата нам начисляется, и немалая. Но никто за деньги не дорожит. Сейчас я вам покажу, на что мы недавно потратили свой 2-месячный заработок. Посмотрите, это облигации государственного военного займа. Это значит, что наше государство, у нас простых рабочих, заняло денег на несколько лет. Для того, чтобы на эти деньги построить новые танки и самолеты. Для того, чтобы у нас на Ижевском машиностроительном заводе побольше винтовок да карабинов выпустить. Завод-то наш больше всех заводов в стране стрелкового вооружения на фронт поставляет. А пока спрячу эти облигации до лучших времен. Надо радио включить. Сейчас будут передавать сводку Совинформбюро. Новости с фронта. Надо послушать. Как там наши? Остановленный враг, много ли танков, самолетов фашистских подбито? Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого
Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева. Я, как и все, конечно же, надеюсь на то, что война скоро закончится. Так разве могу я работать иначе? Сейчас немного отдохну, чаю себе заварю. Обычной заварки в магазине не купишь. Я сама приготовила заварку из моркови. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, я морковь помыла, натерла на терке, подсушила. И вот что получилось. Похоже на настоящую заварку? Конечно, не очень вкусно. Но все-таки не пустую воду хлебать. Да и сахарок у меня имеется. Я большой кусочек сахара, вот такой, расколола на несколько мелких. И только чуть-чуть подслащу свой чай. Вот таким небольшим кусочком. Конечно же, отрежу кусочек хлеба, выпью чая, немного посплю и на работу. Итак, мы с вами прослушали рассказ работницы завода. А как же наши крестьяне, колхозники в годы войны? Они выращивали хлеб для солдат. Ведь солдат нужно было кормить, чтобы они не голодные воевали на фронте. И наши колхозники сами порой не доедали, голодали, но старались как можно больше вырастить хлеба и отправить на фронт. А еще в годы войны наши колхозники совершили героический трудовой подвиг в неимоверно тяжелых условиях военного времени и погодных условиях, когда зимой морозы доходили до 50 градусов. Они построили железную дорогу Ижевск-Болезино, которая так необходима была фронту. И вот сейчас мы с вами прослушаем рассказ колхозницы. Зовут меня Мария Верьяновна, а фамилия моя Фионина. Сегодня у меня радостный день. Я получила письмо с фронта от своего брата Сергея. Вот оно письмо, треугольничек. Все сейчас такие получают. Не до конвертов. Война идет. Держу письмо в руке и сразу вспоминаю, как брата на фронт отправляли. Всей семьей плакали. Но ни у кого не было сомнений, что скоро победим. Даже в голову никому не приходила мысль о том, что война надолго затянется. Ну что же пишет мой брат? Давайте прочитаем. Здравствуйте, дорогие родители. Сообщаю, что жив и здоров, живу хорошо. С 5 по 15 июля 1943 года шли бои. Немец срывался на нашем участке фронта. И 11 июля мне пришлось столкнуться вплотную с немецкими танками. И пришлось их расстреливать в упор. А фашисты с танков обстреливали мою пушку. В моем расчете было 6 человек. Мы подпустили фашистские танки на близкое расстояние и начали бить по ним. Подбили 5 танков, из них 2 «Тигра», про которые Гитлер кричал, что они непобедимы. Но оказалось, они отлично горят. Вчера у нас был армейский концерт. На нем кое-что про нас, про наши бои рассказывали. До свидания, тятенька, мама, ваш брат, сын Сергей. А письмо-то какое хорошее. А брат-то какой молодец. А герой-то какой. Нужно это письмо поскорее родителям показать. Да, односельчане вечером зайдут послушать фронтовую весточку. Вместе и ответное письмо писать будем. Ну а что в письме напишем? А напишем о том, как началась война, все мужчины ушли на фронт. Ну а кто в колхозе остался? Старики, женщины, да дети малого возраста. А работы прибавилось. Поля засеять надо, вырастить урожай, да вовремя убрать. Каждый сейчас думает, как фронту помочь. Вот и я думала и решила пойти на курсы трактористок. Не я одной такой была. Со мной еще 90 девушек, несколько мужчин обучалось. Учились 9 месяцев. Сложно было. Не хватало сноровки и физических сил. Но мы с интересом осваивали новую технику. Все было. И слезы, когда что-то не получалось, и слезы радости от первых побед. Ну а первый мой трактор, за который я села, универсал. Вот он.
А позднее я стала бригадиром тракторной бригады. В моей бригаде все девушки добровольцы, а есть и совсем молоденькие. А работать нужно по 12-14 часов в сутки, без сна и отдыха, от темна до темна. Но мы стараемся и горючее экономить, а нормы мы всегда перевыполняем. Вот ночью посадишь прицепщика с фонарем, он и освещает дорогу. Так и работаем. День, ночь. Зато, может быть, кусочек хлеба с родины попадет на фронт моему брату Сергею. Всем сейчас тяжело. Многие односельчане коров продали. Кормить нечем. Но у нас свои малые ребятишки есть, их кормить нужно. А то с едой совсем плохо. То суп сварим из свекольных листьев, то хлеб испечем. А кое-где и муки-то вовсе нет. Одна трава, льняное семя, жмых, кора деревьев. Поешь такого хлеба тепленьким. Начинает тошнить, голова кружится. А куда деваться? На работу идти нужно. Всем сейчас тяжело. Никто не жалуется. Ну а хуже всего малышам. Они все время плачут, все время кушать просят. А так хоть попьют парного молочка, все ж им будет полегче. Летом ребятишки во всем взрослым помогают. Всю подручную работу выполнили в колхозе. Осень на дворе. Многим в школу пора идти. А многие не идут в школу. Да у них просто парадной одежды нет. Они идут на поле, собирают гнилую картошку и перетирают на картофеле терки. Оладьи пекут. Вот и вся еда. Бывает, крупорушку используем, зерно перемалываем, условия. Кашу варим, но крайне редко. Ну а недавно младшие мои ребятки придумали посылку на фронт отправить. Посмотрите, альбом с рисунками приготовили. Травы да ягод для чая насушили. Да и я подготовилась. Носки да варежки навязала, да не по одной паре. Продуктов для такого случая припасла. Кусок вяленого мяса, кусок сала, хлебных сухарей насушила. Пусть мой брат Сергей со своими фронтовыми товарищами полакомится. Приятно таки посылку на фронт отправлять. Обязательно в письме мы напишем про нашего отца, Аверьяна Ивановича. Он у нас председатель в колхозе, работает, не покладая рук. С государственными поставками справились. Хлеб, молоко, мясо фронту доставили вовремя. Все сейчас знают, что от труда сегодняшнего зависит наша победа над врагом. Но еще в село очень много извещений пришло. Похоронками их называют. Много наших тогда погибло. Ну что ж, о многом мы в письме напишем. Вот у меня и ручка на столе, и чернильница. Пожалуй, я начну. А что забуду, односельчане добавят. Итак, мы с вами прослушали рассказы тружеников тыла. А как же наши земляки-фронтовики? Они тоже героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 100 человек наших земляков стали героями Советского Союза. Это самое высокое звание, которое присваивалось только за личные подвиги. Среди них есть и дважды Герой Советского Союза Евгений Максимович Кунгурцев, летчик, и 3 женщины, героини, которым было присвоено также это высокое звание Герой Советского Союза. Это летчица Нина Захаровна Ульяненко, это снайпер, связист Татьяна Николаевна Барабзила, которая погибла при освобождении города Минска. И это Феодора Пушина, медсестра, которая погибла, спасая раненых из горящего госпиталя. И вот сейчас мы с вами прослушаем рассказ очевидца фронтовой жизни, то есть человека, который сам побывал на фронте и все это увидел своими глазами, как сражались наши земляки, какие они подвиги совершали. Мы с вами слушаем следующий рассказ.
Я Евдокия Панкратова, военный корреспондент. Лето 1944 года. Нахожусь в расположении 313-й стрелковой дивизии, которая была сформирована на территории нашей Удмуртии. Только что закончился бой, привал. Бойцы заняты кто чем. Кто оружие чистит, кто кашу варит, кто одежду зашивает. А я стараюсь все записать, чтобы не забыть. Расскажу, как я здесь оказалась. 22 июня 1941 года вместе с другими добровольцами отправилась в военкомат, где напряженно толпились люди, гудели, как встревоженные улей, все рвались на фронт. Написала заявление и я, требуя немедленной отправки, но получила отказ. А летом 1944 года мне все-таки предоставилась возможность попасть на фронт. Трудящиеся Удмуртии отправили делегацию с подарками землякам 313-й стрелковой дивизии. И по заданию редакции с ними поехала и я. Никогда не забуду военные дороги. Взорванные мосты, сожженные села, множество подбитых танков, машин, груду покореженного металла на обочинах. И только через 2 недели наша делегация оказалась в расположении 313-й стрелковой дивизии. Она только что перешла в наступление, и шли упорные бои за город Петрозаводск. Посчастливилось мне познакомиться с 2 разведчиками-товарищами, удмуртом Степаном Федотовичем Митрофановым и украинцем Иваном Федоровичем Горогулем. Много раз они бывали в разведке, оставляли ценные материалы противники. Смелые, неунывающие, всегда поднимали боевой дух товарищей. 2 друга всегда были вместе, их даже смерть не разлучила. Когда кончились патроны, на 2 осталась 1 противотанковая граната. Подорвав себя, герои уничтожили пытавшихся пленить их фашистов. Разведчиков, саперов, пулеметчиков, проявивших истинное мужество в наступательной операции, было немало. А 29 июня 1944 года столица нашей Родины Москва салютовала войскам, а значит нашим землякам, освободившим город Петрозаводск. В годы Великой Отечественной войны наша Удмуртия была госпитальной базой. На ее территории размещался 71 эвако-госпиталь. Сюда к нам привозили тяжело раненых с фронта, и в наших госпиталях их лечили. И в нашем городе Ижевске было несколько эвако-госпиталей. И вот о том, как здесь лечили раненых, как работали медсестры, врачи, мы сейчас с вами узнаем из рассказа медицинской сестры одного из госпиталей нашего города. Я в госпитале медсестрой работаю. Меня Анной Поликарповной зовут. В начале войны я, как и другие медработники, в военкомат пошла, на фронт просилась. Но мне сказали, что скоро в городах и селах Удмуртии госпитали начнут создавать для раненых на фронте бойцов. И как направили меня сюда, в этот госпиталь, работать в начале войны, так и тружусь здесь всю войну. Под госпиталем решили отдать самые лучшие здания, светлые и просторные. В таких зданиях в основном школы находились, поэтому школы переехали в другие помещения, а в школьных зданиях госпитали разместили. Первые санитарные поезда начали прибывать еще в начале августа 1941 года. Мы, медсестры и санитарки, на вокзале те поезда встречали. Тяжело раненых на носилках носили. Тяжело смотреть, как мучаются искалеченные бойцы. Кто-то кричит от боли, кто-то молча, полными слез глазами просит о помощи. Кто-то зубы стискивает, губы в кровь кусает, лишь бы не закричать от боли. Насмотримся мы
на страдания, да на раны бойца. И сами не выдерживаем. Плачем порой. Раненые, которые могут сами передвигаться, мы до трамвайной остановки провожали. Там их трамваи ожидают и везут тех бойцов до госпиталей. А как только они приедут, их врачи тотчас же осматривать начинают и оперируют. Порой хирурги и медсестры из операционной сутками не выходят, борются за жизнь каждого раненого. А как выйдут из операционной, еле на ногах стоят от голода и усталости. Но никто не жалуется. Хорошие люди у нас работают. Часто в нашем госпитале бывает и Семен Иванович Ворончихин. Скромный такой мужчина, молчаливый. А ведь он главный хирург всех госпиталей в Удмуртии. Да вот недавно случай интересный был у нас в госпитале. Лечился парень, высокий, красивый, Афанасий Долбня. Уже на поправку шел, думали, выписывать будем. Как-то раз решил он показать, что вот на поправку идет. Решил в присядку сплясать перед медсестрой нашей Аллочкой. Нравилась она ему очень. Да только не получилось пляски у Афанасия. Боль как сердце пронзила, как будто кто острый нож туда вонзил. Смотрел Афанасий Семен Иванович. Оказывается, у бойца из тела не все пули вытащили. Одна прямо в сердце осталась. А значит, предстоит срочная операция. Как узнал Афанасий, что ему такая операция предстоит, испугался, что не выживет. Да и как Семен Иванович волновался, таких сложных операций в Удмуртии еще никто не делал до войны. Но золотые руки Семена Ивановича сотворили чудо. Выжил Афанасий, выходили мы его. А как вылечился, обратно на фронт отправился воевать против фашистов. А вот пулю ту я сохранила. И показываю раненым бойцам, чтобы доверяли докторам, не падали духом. И вам эту пулю тоже покажу. Мы, медсестры, врачи, санитарки, как можем, заботимся о раненых бойцах. Но только мало у нас времени на разговоры. Хорошо, что часто в госпитале бывают и шефы. А шествуют над ранеными бойцами заводские цеха, школы, колхозы, другие учебные заведения. Да вот, например, студенты помогают на вокзале принимать тяжело раненых. Принимают на носилках, сопровождают до госпиталей, дежурят в палатах, газеты приносят, политинформацию проводят. А школьники-то какие молодцы! Теплые вещи приносят, рисунки свои дарят. И даже лекарственные травы и хвою собирают. Я потом эти травы хвою завариваю и чаи витаминные делаю, чтобы быстрее силы и здоровье возвращались бойцам. А как же они радуются, когда молодежь приходит с концертами. Видите эту гармошку? Она у нас появилась еще в начале войны. Кто только на ней не играл. И школьники, и студенты, и сами раненые. Очень любят они довоенные песни слушать. Дом свой вспоминают, семьи, родных. Разбросала война людей, многие своих близких ничего не знают. И я о многих своих друзьях, подругах мало что знаю. Вот недавно печальное известие получила о своей хорошей знакомой, Феодоре Пушиной. Мы с ней еще до войны познакомились в фельдшерской школе. В 1942 году ее призвали на фронт. Весной 1943 года она из-под вражеского огня 57 раненых бойцов вывела и помощь им оказала. За такой подвиг ее наградили орденом Красной Звезды. А осенью 1943-го
когда шли ожесточенные бои под Киевом, Феодора как раз служила в селе Святошино в госпитале, что под Киевом. И постоянно над селом летали вражеские бомбардировщики. А утром 6 ноября 60 бомбардировщиков начали бомбить село. И одна бомба прямо в госпиталь угодила, где служила Феодора. И, конечно, все срочно начали выносить раненых из горящего здания, и Феодора вместе с ними, и скольким она помогла. Да только, оказывается, она и сама была ранена. Когда пришло время покинуть горящее здание, силы у нее закончились. Ее раненый, обгоревший на своих руках капитан Копытенков вынес. Да только, видно, поздно уже было. Нечем помочь девушке. В тот же день она и скончалась. Похоронили ее там же, в селе Святошино. Как закончится война, обязательно съезжу, навещу ее могилу. Думаю, недолго уже будет война продолжаться. Гонят наши войска, захватчиков с наших территорий. Да только рано готовиться к мирной жизни, и нам постоянно в госпиталь привозят раненых, санитарные поезда. Да и вот сегодня дожидаем раненых. Все ли у меня готово сегодня? Слышали сигнал? Вновь раненых привезли, так что некогда мне больше разговаривать. Все у меня готово, лекарства, постель. Побежала я. Итак, мы с вами прослушали рассказы о Великой Отечественной войне. И, наверное, еще раз убедились в том, что вот таким героизмом, как тружеников тыла и воинов, сражавшихся на фронтах войны, наш народ победил в этой войне. Красная армия наша не только освободила районы нашей страны, занятые фашистской Германией, но и другие страны Европы, которые были заняты фашистами. Дошла до Берлина, и 9 мая 1945 года настал долгожданный День Победы. В этот день все горожане вышли на улицы, обнимались, целовались, поздравляли друг друга с этим долгожданным днем, танцевали прямо на улицах, так радостно встречали этот день. И с тех пор мы каждый год 9 мая отмечаем этот великий праздник нашей страны. Итак, мы закончили свои рассказы о Великой Отечественной войне. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо вам за внимание.